Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Баир Николаевич Дышенов, известный бурятский кинорежиссер, член Союза кинематографистов. Баир Николаевич, скажите, пожалуйста, вы недавно опубликовали открытое письмо главе Бурятии Алексею Цыденову о состоянии бурятского языка и культуры. Скажите, пожалуйста, я лично до конца не читал это письмо. В чем суть проблема языка и культуры у нас в Бурятии сейчас? Надо взять и перечитать письмо, наверное. Ну, как я понял, основной момент, там говорится о том, что правительство не поддерживает развитие языка. Ну вот этот аспект возьмем. Как считаете, так ли это? Я думаю, что язык... Ну, давайте без того письма, да? Мне же надо будет вспоминать, что как это было уже не вчера, да. Если говорить о бурятском языке, то его нельзя рассматривать, конечно, без проблем самого бурятского народа. Да, в каком состоянии будет. Если бурятский, скажем так, сегодняшнее состояние бурятского народа, вот то состояние, которое у нас есть, это мое личное мнение, такое бесхозное состояние, да, мы, возможно, даже без своей государственности, без своего государства, мы живем, есть у нас, конечно, Республика Бурятия, но она существует параллельно, а бурятский народ живет параллельно. Та республика, которая вот хурал, правительство, глава, но я их воспринимаю как представителей федеральной власти. Да? Поэтому иногда бывают такие обстоятельства, что мне кажется, что они никакого отношения не имеют к бурятскому народу. Хотя мы называемся Республикой Бурятия. Этот вопрос, конечно... Ну вот если брать в области культуры, я могу просто на пальцах перечислить все бурятские институты, начиная там с Бурят-Унена, с Бурят-театра, Бурят-радио, Бурят-телевидение, там Бурятский университет. Да. Они все находятся в очень, скажем так, в удручающем, в очень, можно сказать, даже таком не развивающимся и в отсталом состоянии. Ну вот, например, если возьмем Бурят-Унен, да? Бурят-Унен возьмем, если анализировать его, я бурят, я знаю бурятский язык, я читаю, я пишу, я сочиняю на бурятском языке, я думаю на бурятском языке. Я беру Бурят-Унен, да, конечно, я буквы, слова могу читать, знаки, но в смысле я очень плохо разбираюсь. Иду, мне очень нравится, я очень люблю бурятский язык. Я очень люблю литературный язык бурятский. Он очень богатый, он очень сложный, но когда все это может быть литература, вот таким языком можно писать литературу. Но когда в средствах массовой информации, в газете пишется вот таким, можно сказать, даже таким неживым языком, я смысл теряю. Ну и, конечно, там дальше сам язык, ну и, конечно, компетенция самих журналистов. Ну, я читаю очень много повторов, и у меня такое ощущение, Бурят-Унен у нас существует только для галочки, вот мы Республика Бурятия, вот есть Бурят-Зон, да, вот вам бурятская газета, вот она будет существовать, мы его финансируем, скажите спасибо. Вот такое отношение, конечно, и оно там проскальзывает.
А как его изменить? Вообще по федеральному закону российскому о средствах массовой информации учредитель не имеет права вмешиваться в редакционную политику. Но у нас, мы понимаем, в нашей действительности это полностью контролируется, человек ставится, контролируется, возможно, каждая буква и так далее, чтобы это куда-то не ушло. Я сам выпускал газеты, я знаю, я напечатаешь что-нибудь на бурятскую тему, и утром сидишь в одном месте и с тобой беседуют. Это же... В какой стране живем, такая у нас и пресса. И проблема Бурят-Унена, конечно, если учредитель его не отпустит, если он не предоставит ему свободы в рамках федерального закона СМИ, не предоставит, и, конечно, не будет решать кадровый вопрос не потому, как по-нашему там от дяди Баира, от дяди Саши, да, кто-то пришел, или вот это наш человек, его поставим, а именно по, я не знаю, возможно, в других сферах это возможно, но в культуре, конечно, кадровый вопрос, его надо взвешивать, потому что, скажем так, та же газета или тот же театр под руководством художественным, руководством одной личности, при всей материальной базе, при том же существующем коллективе, финансировании, при всех этих возможностях, при одном художественном руководителе будет одно издание, будет один театр, будет один канал, а при другом это будет совсем другое. Это может быть совершенно разные вещи. Это диаметрально разные театры могут быть, и газеты могут быть. Мы же это понимаем. Поэтому здесь, конечно, вопрос, кадровый вопрос. И вопрос, конечно, контроля, скажем так, если мы хотим, чтобы газета развивалась, она должна бы работать по законам, которым существуют газеты. Она не должна заниматься только бурятским языком. Когда Бурят-Унен вот в таком состоянии, да, и мы все буряты воспринимаем, и не только мы буряты, мы все воспринимаем, что Бурят-Унен главный наш там, орган, там, издание на нашем родном бурятском языке. И мы все видим его тиражи, и мы все видим, знаем, чувствуем наше бурятское отношение к этой газете. Наше отношение к тем мыслям, к тому месседжу, который отправляет газета, вот тем новостям, которые печатает, к тому материалу газета, когда выпускается. Там, да. Понимаете, мы попадаем в какой-то круг, мы начинаем сами себя не уважать из-за этой газеты. С него надо начинать, если мы хотим. Его надо, не знаю, здесь должна быть воля учредителей. Если учредитель не делает этого, это должна быть воля, надо собирать общественность, надо давить, надо до всех доводить, что это оскорбляет бурятский народ. Тогда лучше его закрыть, пускай не будет его. Вместо того, чтобы... Понимаете, он плохо влияет на нас. Так же и бурятский театр. Театр не должен заниматься языком бурятским. Понимаете, на сегодня я недавно читаю, там руководство театра говорят, наша миссия это сохранение бурятского языка. Это не ваше собачье дело сохранение бурятского языка. Занимайтесь гребаным своим театром. Они должны заниматься театром. Он должен быть театром, он должен быть просто крутым, бурятским, такого мирового, хотя бы российского уровня именно театром. Но с бурятскими актерами, основано на бурятской культуре и на бурятском языке. Только в том случае он начинает работать на бурятский язык, если он супертеатр. Мы же не отправляем, если приводить пример, там, борьбу, например, да, если борец плохо борется, но у него морда бурятская и очень хорошо поет, да, мы же его на соревнования не отправляем же. Он же должен нормально бороться в первую очередь. Потом он положил на лопатку, и мы гордимся, что это наш бурят. Так же. А театр, когда ставит задачу и начинает заниматься языком, и газета начинает заниматься языком, я считаю, что это немножко неправильно. Поэтому надо заниматься для того, чтобы
если говорить уже о бурятском народе, о всей бурятской культуре, нам надо, конечно, заниматься всеми бурятскими институтами. Там университет. Мы понимаем, он же называется Бурятский государственный университет. Я же 100% хочу, не хочу, я сам себя с этим идентифицирую. И все буряты там, в любом конце света или нашей республики, они же все понимают, что это наш университет, это наша наука, это наши ученые. Но когда открываемые рейтинги университета, скажем так, в официальных рейтингах оставляют желать лучшего, ну и наше самоотношение, там, абитуриентов и так далее, и так далее. Ребята, ну, это же опять же работает минус на бурятский народ, на самосознание, на наше развитие. Надо же нам чем-то гордиться. Вот из этого, кроме нашего населения, из этого из всего и состоит бурятский народ и бурятская культура. А если брать, ну еще, у нас же проблема преподавания бурятского факультета в Бурятском государственном университете. Понимаете, это же нонсенс, да? В Бурятском государственном университете должен быть самый крутой мировой институт бурятского языка. А нахрен он нужен, если в нем нет института бурятского языка? Конечно, другие науки никто не отменяет, они должны быть, мы должны, ну, буряты мы должны осваивать эти, мы умеем это делать. Мы умный народ, образованный, мы башковитые. Но когда в нашем университете в плачевном состоянии находится бурятский, я не знаю, факультет бурятского языка, куда люди не хотят поступать, кто-то должен застрелиться тут, блин. И когда бурятский театр говорит, ко мне бурятский народ не ходит, мне надо там фигню какую-то ставить, это оскорбляет бурятский народ. Потому что бурятский народ не такой. Это я хожу, смотрю их спектакли и оскорбляюсь. Один спектакль мы делали, который дошел до золотой маски на уровне. Мы дотянули театр до российского уровня, и он по 5 номинациям попал в золотую маску. Это общефедеральная российская премия, национальная. Но он не так, как в Лонглис, который там для бедных родственников, а он наравне со всеми большими театрами попал. И мне рассказывали, как в Москве показали спектакль, и, говорит, наши буряты пришли, знаешь, говорит, я встретил в фойе с бурятами, они такие гордые ходили, говорит, возможно, они не могут сформулировать, рассказать, разложить по полочкам, объяснить, что за театр, там, скажем так, половина, больше. Ну, это по статистике. Но мы же понимаем, мы же эмоции, это же искусство, мы же видим, мы же чувствуем, что это действительно круто. На том, что мы видим в других театрах. Вот на этой площадке наш народ должен конкурировать с другими народами. Например, бурятский язык сейчас находится в списке исчезающих языков ЮНЕСКО. И он там сейчас находится в категории серьезно уязвимый. То есть здесь критерий такой. На языке говорит старшее поколение. Поколение родителей может его понимать, но не говорить на нем с детьми или между собой. Ну, вот. Не думаете ли, что дело обстоит гораздо проще? Не мусолить проблемы языка на таком уровне политическом, общественном уровне, а просто заниматься введением бурятского языка с самого детства для детей. То есть таким образом мы бы создали гарантию того, что следующее поколение, еще на одно поколение будет дальше как бы сохранится основа для сохранения бурятского языка. К тому времени, глядишь, и изменится общая политическая и общественная ситуация. Нельзя говорить, что это нельзя мусолить. Надо мусолить. Надо об этом говорить. А как по-другому? Если на политическом уровне эти вопросы не поднимать и не требовать, да, не требовать и не отстаивать право нас, бурятов, говорить на бурятском языке, чтобы наши дети могли учиться на бурятском языке, если это на политическом уровне не мусолить, а как они в школе появятся? Они никогда не появятся. С каждым годом их будет меньше, меньше, меньше. Мы же понимаем, что большая русская культура нас поглощает. Но это естественные процессы. Мы небольшой народ. Для того, чтобы сохранить, для того, чтобы в дома мы говорили на бурятском языке,
для того, чтобы наши дети говорили на бурятском языке, нам надо разрабатывать бурятскую национальную идею, конечно. Мы должны своему народу, наш народ сам себе, мы должны нарисовать свои перспективы как бурятов. Каждый бурят должен чувствовать, что мое будущее связано с бурятским народом. Через 100 лет я буду бурятом, и дети мои будут бурятами. Так эту перспективу надо рисовать, перспективу надо искать, формулировать, рассказывать, показывать. Да и надо его искать самим. Если нет, только при этом, если человек будет чувствовать, что я бурят, и мой народ сохранится, да, через 100, через 1000 лет будут буряты, что мы развиваемся, а не наоборот исчезаем. Да. Только при этом случае я буду изучать бурятский язык. У меня будет мотивация, у меня будет желание изучать бурятский язык. Ну и, конечно, на политическом детские сады, школы, опять же, это же политика. Если тем больше мы, буряты, молчим, говорим, да, мы же толерантные люди, да, мы молчим, я не знаю, что это такое, стеснение, нежелание, боязнь, что нас там и так далее, там, да, все это должны мы сбросить, и мы должны начинать говорить откровенно. Мы же ни к чему не призываем. Мы не говорим о сепаратизме, об экстремизме. Мы просто хотим сохраниться. Мы хотим, чтобы наш народ сохранился. И не только сохранился, он должен развиваться. Мы имеем право по Конституции Бурятии и Российской Федерации и по всем международным законам, мы имеем право, и не только имеем, мы обязаны об этом говорить. Хорошо. Поэтому сегодня надо на уровне республики, на уровне общественности, СМИ и правительства бурятский вопрос надо поднимать без зазрения совести, надо его поднимать, чтобы мы не сдохли. Хорошо. Но мы знаем, что политики, правительство, они не дают шага. То есть сходы, митинги разрешают, то есть санкции дают они же, то есть они полностью контролируют. То есть если мы хотим мусолить, они просто не дают нам. И мы знаем, что все СМИ, эти учреждения общественные, они все работают на государство. И та же схема, тот же механизм подавления, он будет работать и будет противостоять. Чтобы этого избежать, как вы думаете, каким образом нужно именно подносить, то есть в обход этого, потому что система, она будет закрывать, то есть все попытки, которые могут привести к волнению. Да, и, конечно, мы же не призываем к волнениям, мы хотим этим заниматься цивилизованным, законным путем. Это 100%. Да? Поэтому, но, с другой стороны, мы же живем в современном мире. Есть YouTube, есть социальные сети. Да, конечно, у государства оно и будет вести такую политику. Мы от этого, мы же понимаем общероссийскую, общефедеральную политику, мы же это следим же, мы же понимаем, что происходит. Но с другой стороны, все это на месте не стоит же, это каждым все меняется. Любые режимы, любые строи, они заканчиваются. Мы же жили в Советском Союзе, мы выросли в Советском Союзе. Это была великая и мощнейшая и страшнейшая держава, которая, казалось, будет жить тысячелетиями. Да он рухнул в одно утро, взял, да и как колосс рухнул. Понимаете? И любой режим может в любой момент тоже рухнуть. Да? Он может рухнуть, измениться, трансформироваться. Оно все равно идет. А если мы, буряты, мы будем просто так сидеть и не стесняться говорить о том, что мы тихо исчезаем, да, мы еще быстрее исчезнем. Об этом надо говорить. Мне кажется, на сегодня надо вот это наше состояние, когда мы, да, бэгэлда, яхамнебда, гулды, ягожбдылда, тиже болок коймылда, надо что-то сломать. Надо сломать, и нам надо, нам надо переступить через это. Если мы переступим через это, мы будем свободным народом. Мы будем народом, который опять же, в рамках всех законов, юридических,
Мы можем существовать, мы спокойно мы можем об этом говорить. Я же говорю, по закону МОСМИ учредитель не имеет права вмешиваться в редакционную политику. В художественную политику театра не имеет права министерство вмешиваться. Но он может это работать через финансирование и через кадровые вопросы. Но когда все сами угнетаемые ложатся и говорят, там, насилуйте нас, да, конечно, насилуют с удовольствием. Хорошо. Ну, тогда как вы относитесь к тому, то есть, что сейчас есть как бы диалекты бурятского языка, и очень многие районы пытаются отделиться и говорят, какой же из диалектов бурятского языка имеет такое большее право на как бы существование. На этом буряты начинают между собой ссориться. И как вы относитесь к тому, чтобы, к такой идее, что бурятский язык нужно продвигать ближе к монгольскому. То есть мы знаем, да, вот есть у нас была вертикальная письменность бурят, которая была уничтожена в 30-е годы. При участии ученых. Я видел газеты на старомонгольском, когда читаю, я читать не умею, но когда ты просто листаешь, внутри у тебя что-то, это гены, как я, не знаю, как в степи стоишь, я вижу, когда стада, которые пасутся, да, у меня ком какой-то тут появляется, и я так думаю, что это со мной, я в Монголии стою, там, смотрю, стада, там, юрты, у меня тут какой-то ком стоит, я стою, думаю, что это со мной происходит-то? Я не знаю, это откуда-то поет, но вот вязь я вижу, у меня тоже какой-то гом подступает, хотя и не понимаю, но я понимаю, что это мое. Хорошо. Я вопрос понял. И вот в 30-е годы была введена как бы единая кириллица для народов Советского Союза. То есть были уничтожены родные письменные носители и использование самих, да, вот, народного письма, можно сказать, в том числе и бурятского. И есть, например, вертикальная бурятская вязь. Там произношение нет букв Х, например, да, и произношение там сангольское, ближе к монгольскому. То есть это говорит о том, что ранее, то есть единым диалектом на самом деле был монгольский. И в 30-е годы по принципу «разделяй, властвуй» был введен искусственно литературный язык при поддержке ученых-лингвистов, видных писателей, как Хоцуном Сараев. И то есть идея закинули в массы бурятов, что, например, вот вы, буряты, отдельный народ от монгольского народа, и вы должны существовать отдельно. То есть этот принцип на самом деле сработал. И хотел спросить, возможно, что именно приближение к общему диалекту, произношение через «с», восстановление, да, вот именно этого произношения и слияние с монгольским языком именно есть как бы надежда на сохранение и развитие бурятского языка, когда мы можем свободно читать монгольские СМИ, смотреть кино, голливудские фильмы с монгольским переводом, и они могут также свободно как бы и наши, да, вот, культурные особенности узнавать, без каких-либо преград понимания диалектов. Тут, конечно, когда мы говорим об уничтожении там старомонгольской письменности и так далее, тут надо еще обязательно говорить, конечно, о расстрелянных и уничтоженных, об уничтоженной нашей бурятской элите за панмонголизм. Это тоже, это все рядом, конечно. Там, с одной стороны кириллицу вводили, с другой стороны их всех расстреляли, где кто-то там, да, надо об уничтоженных дацанах и убитых ламах, хувараках тоже надо говорить. Там такое творилось, конечно. Ну, а по нашим диалектам, мне кажется, с одной стороны, диалекты это богатство нашего языка. Да, богатство нашего языка, и оно должно
вот когда я говорю про литературный, про бурят-унен, да, я немножко говорю и про литературный бурятский язык, да. Я очень люблю, но когда он в средствах массы, там, в газете используется вот таким образом, да, я перестаю понимать смысл. Я даже пишущий человек на бурятском языке, поэтому тот литературный язык, его надо... Вот тот литературный язык, который нам сегодня навязывают, скажем так, да, тот, или же тот, который существует у нас, он отстал от бурятского народа. Его надо как... Его надо модернизировать. Он должен быть живым. Я человек, владеющий бурятским языком, в конце концов, я его должен понимать. Да? Конечно, я напрягаюсь, понимаю, но его надо модернизировать. И он должен развиваться. Поэтому я говорю, что сегодня враг бурятского языка – это бурят-унен. Он и бурят-унен, и за ним, наверное, что-то какие-то люди стоят. Какие-то органы, какой-то бурятский язык. И появляются какие-то... У меня ощущение, что они пытаются реанимировать язык, который был в 1932 году. Так это же когда? Давным-давно было-то. Сколько поколений. Сегодня появились совсем другие слова. Но когда мы начинаем изучать английский язык же, мы же понимаем, что в русском языке английских слов полным-полно, да, которых я не изучавший и не подозревал раньше. Так в бурятском языке почему журналист не может быть журналистом? Чтобы мы все понимали. Сытхулшин, я не знаю, это какой-то совестливый человек, я примерно понимаю. Или какой-то там, да. Ну, я не знаю, бурят-гурын же, всегда мы были бурят-гурын. Недавно я начал читать, мы стали улусом, улус стали там. И так, почему интернет не назвать интернетом? В конце концов, сайт сайтом. Так же? Да, депутаты депутатом. Поэтому здесь должно быть, конечно, движение в сторону монгольского мира. Для нас это плюс, конечно. Да. Но при этом существующие наши диалекты – это наше богатство, конечно. Но в то же время тот литературный язык, на котором созданы литературные произведения, это тоже наше богатство. Поэтому можно грохнуть только бурят-унен, но сохранить и литературный язык, и диалекты. Здесь надо искать вот тот современный компромисс, вот того современного бурятского языка, зная, понимая, что существующий рядом большой монгольский мир спасет наш язык. Да, это надо понимать. Но то богатство наше, которое сформулировано, литературу, которая стихи, Хацанам Сараев, Улзытуев, Нимбуев, это же... Он написал на русском. Да, это же Улзытуев, это же Дашадамбаев, это же наше богатство. Мы не можем это перечеркнуть. Мы его должны сохранить, но при этом мы должны модернизировать язык. Он должен стать используемым в нашей жизни. Мы должны спокойно в нем говорить, не напрягаться, пытаться переходить на литературный язык. Вот поэтому бурят-унен нам важен. Надо начинать модернизацию с бурят-унена. Это же наш орган, это же наш печатный орган нашего народа. Надо его так воспринимать. И вот туда надо двигаться. Он должен модернизироваться вместе с языком. Если мы его не модернизируем, язык, все это в комплексе надо решать. Опять это без политического давления, без политических рычагов, воли политической и республиканских властей это не сделать, потому что они там учредители. А если организовать частную бурятскую газету, она, возможно, просто я организовывал газеты, я знаю, выживет, не выживет. Скорее всего, не выживет. Но опять же, там нужно какие-то другие. Знаете, лично я думаю, что, например, мы как бы толкаем вот эту проблему решения, да, языка именно в контексте именно Улан-Удэ, где очень значим именно социально значим русский язык. Здесь бурятский как бы невозможно, он социально незначим, чтобы каждый день бытовые проблемы решать,
нужно полностью как бы переделывать всю систему. Это никак невозможно, это невозможные вещи. Лично мое мнение было бы таким, что как бы нужно как бы в деревнях, на местах с помощью активистов в обход власти, то есть вводить понятие, чтобы вот дети и родители между собой вот осваивали бурятский язык, то есть работать на уровне населения, а не на уровне я вас правящей партии, да, и так далее, потому что это невозможно. Вы предлагаете партизанскую войну. Нет, я с этим не... Конечно, то, что надо идти в деревню. И вообще я против деления нас, бурятов, на деревенских и на русских, и на городских. В конце концов, у нас должна быть главная задача на сегодняшнем, мне кажется, в этот сегодняшний исторический, скажем так, момент развития нашего народа, нам надо обязательно уйти от родоплеменного деления, нам надо уйти от городского, сельского. Мир-то вообще, планета Земля стала маленькой. Я могу, и я на другом конце света через 24 часа сижу и разговариваю с неграми. Понимаете? Не, я понимаю. Сейчас наша задача создавать общую бурятскую культуру. И для сельских. Разницы между сельскими и городскими сейчас почти нет. Я не хотел сказать. Мы же видим вокруг Улан-Удэ сколько деревни-то, истоки солдатские, там в ту сторону Тарбагатая едешь, там несколько гор переехать надо, чтобы все же превратилось. Все же теперь тут живут. Нет, просто я не хотел сказать, что здесь нужно разделить, а именно в том контексте, что как бы применение бурятского языка как бы именно вводить вот на территории вот именно больших поселений, это очень сложно. А именно как бы, например... надо идти по-сложному, надо здесь вводить. Если мы, например, большинство, я не знаю статистики, но большинство бурятов сейчас живет в городе. Мы становимся городским народом. Поэтому наша культура должна быть и здесь, и там. Поэтому, понимаете, профессиональное искусство – это такой самая вершина, наверное, культуры. Понимаете, есть, например, театр, есть литература, есть изобразительное искусство. Мы, буряты, освоили эти виды искусства. Да, есть народы, которые это не освоили. Понимаете? Мы должны его дальше осваивать. Если мы освоили, если у нас появились специалисты, которые... Намдаков, он мировой товарищ там, да? Мы же понимаем, что он бурятский скульптор, художник, Тархан там, да? И он ездит по всему миру. Есть наши певцы, музыканты, танцоры. Это мы умеем делать. Мы этому научились. И это сейчас нельзя уничтожать ни в коем случае. Понимаете же... Поэтому наша задача создавать сейчас общую бурятскую культуру. И надо создавать общий бурятский язык, модернизирование, современный. Да, конечно, опять же, есть же литературный язык, есть диалекты. Надо создавать что-то, мешать, и что там. И мы в результате получим современный язык. Там существует рядом русский, английский. Наши же дети наши дети, когда хотят, чтобы мы их не понимали, переходят на английский язык. Все же это существует так в купе. Все это должно, опять же, вы говорите параллельно где-то, не может быть. Чиновники, которые живут на наши налоги, да, они должны, я уверен, я требую, они должны служить и бурятскому народу. Они обязаны служить бурятскому народу. Они обязаны заниматься бурятской культурой, бурятским языком. И если они говорят, извините, пожалуйста, мне важна экономика, я буду заниматься экономикой, да, а вы своим языком, своей культурой там где-нибудь занимаетесь, да, это неправильно. Надо с такими чиновниками разбираться. Да? Почему? А как же? Мы же Республика Бурятия.
Да, а почему? А как? Кто вам сказал, что не надо заниматься культурой? Это самое важное. Этим надо, отсюда все остальное. Сейчас же креативная экономика, понимаете, она же стала очень такой креативной. А креативность рождается где-то там в художественной сфере. Она же, или, скажем так, капиталоемкость этой экономики намного, по-моему, больше, чем остальные. В современном мире, там, в современном, в развитом мире. А мы-то должны идти туда, к развитому миру, двигаться там, да, все равно. Поэтому и университеты, и литература, и театр, и диалекты, и общая культура, и наши корни, конечно, там, да, и наша вера, буддизм, шаманизм, там, это все сидит в нас, в бурятах. Да, и ни в коем случае что-то не надо отрубать там, да. Надо найти ту форму, где бы все это существовало, и все это взаимообогащало бы друг друга, и наш народ развивался бы. И русская культура, она для нас очень важна. Там, да? Потому что мы должны все у русской культуры, это великая культура, понимаете? Там Достоевский, Толстой, это же такие великаны. Мы должны оттуда все, оттуда должны питаться, мы должны его перерабатывать. Там, да? И мы должны перерабатывать Достоевского, перерабатывать, чтобы у нас появился свой Достоевский. Задача-то такая, чтобы у нас появился крутой писатель на том модернизированном языке. Есть же вот Булат Малонов, он же пишет на каком-то таком языке, там, я не знаю, он бурятский, вот это современный бурятский язык, я его понимаю, я его чувствую, и его понимают все, надо двигаться туда. Булата надо ставить главным редактором УНН и гнуть. Хорошо, ну мы как бы в общем рассматривали, как бы давайте попробуем рассмотреть вопрос, ну вот как это формируется, да, вот у человека с детства, вот с каждым днем он сталкивается, да, вот ребенок, родившись в бурятской семье, вынужден проводить целые дни с гаджетами, и в этих гаджетах все мультфильмы, игры и так далее, ну вот их нет на бурятском языке, и оно, как бы считаю, оно действительно такая незамеченная. Гаджеты мы не победим, раз. Но я слышал недавно мнение одного молодого ученого, я разговаривал, он бурят, и он говорил о такой идее, что можно создать студию, которая переводит эти все, ну, такие самые, как бы, я тоже это слышал. Популярные, да, вот эти игры и так далее. Ну, вот на этот вопрос сразу. Да. Вот для того, чтобы перевести, скажем так, русскоязычные мультфильмы и фильмы, да, это уже уровень определенной культуры и мастерства. То, что у нас делается, это все делается на кустарном уровне. Есть какие-то мультики, которые я слышал, я видел, да? Они делаются на очень кустарном уровне. Это так же, как существующий уровень бурят-УНН работает против бурятского языка, это тоже работает против бурятского языка. Поэтому, я говорю, надо развивать именно профессиональное искусство. Для того, чтобы вот тот же мультик перевести на бурятский язык, должны быть специалисты, которые на уровне того, скажем так, оригинала. Да, Простоквашино, скажем так, да, на этом уровне, ну вы же понимаете, как вот этого кота озвучил Табаков. Да. Это просто гениальная вещь. Это повторить невозможно. На уровне художественной самодеятельности ДК Вагжанова это невозможно повторить. Это должен быть, да, конечно, на бурятском языке, но это такой же должен быть мастеровитый и талантливый человек, чтобы там и в этом коте и философия, и экономика, там все это звучало. Там, я не знаю, это же... Понимаете, мы опять же утыкаемся на политический вопрос. Господа, давайте решать.
Главный тормоз на сегодня развития бурятской культуры – это Минкульт бурятский и Бурдрам. Да? Это наши два столпа, это главные тормоза. Я вам могу рассказать, почему. Да? Бурятский драматический театр – это вот тот институт, у которого есть все. Есть здание, есть финансирование, есть люди, талантливые люди. Я знаю потенциал нашего театра. Есть все. Есть богатейшая бурятская культура, на чем она может основываться. Есть язык. Да? Теперь, опять же, если... И в драматическом искусстве сконцентрированы все виды искусства. И актерское мастерство, режиссура, драматургия, художники, музыканты, исполнители. Понимаете? Весь театральный менеджмент. Все. Это очень сложный организм. Он намного сложнее, я скажу, сложнее какого-нибудь простенького завода. Понимаете? Поэтому, и если мы знаем, что на заводе выпускается кирпич, он должен быть такого-то качества, а продукт, который выпускает театр, спектакль, это его основной продукт, очень сложно его оценить. Да? Поэтому здесь начинаются все вопросы. Здесь можно годами сидеть и манипулировать пониманием и вниманием зрителя. Поэтому Бурятский драматический театр, он де-факто должен быть культурным центром всей бурятской культуры. Угу. И вот когда если он достигает определенного художественного уровня, он может, если туда собираются самые талантливые бурятские деятели, да, а не по семейному принципу, по знакомству, по дяде Баиру, как обычно там, да, а именно если там собрать всех талантливых людей и поставить задачу сделать рывок в профессиональном бурятском искусстве, это может быть паровоз, там у нас может развиваться и драматургия, художники, все может развиваться, и она может транслировать во всю бурятскую культуру, бурятский народ совсем другие сигналы. Поэтому с него можно начинать, его надо поднимать обязательно. Но вот он может быть паровозом. Но когда он существует в плачевном состоянии, он становится тормозом всей бурятской культуры. Это кажется, там Бэгай Мабда там где-то там стоит на кладбище, там, да, никому не мешает. Пускай там гниют в своем здании и жрут наши налоги, там, да, пусть там, да, хер. Нельзя так относиться к своей культуре. Просто своим плохим состоянием он тормозит всех. Он влияет, если он был бы высоко, он бы влиял позитивно. А когда он лежит в болоте, он влияет отрицательно на всех. Мы думаем, что это мимо. Нифига не мимо, он на всех влияет. Понимаете? Лучше его закрыть, народ разогнать и по кирпичику разобрать. Вот тогда он перестанет влиять. Хотя бы отрицательно. Но в таком случае... А Министерство культуры наше, скажем так, если мы говорим, что культура это наше все, это основное, чтобы как народ должны сохранять и заниматься там, да. Я вам честно скажу, я немножко разбираюсь в культуре. Я не с пустого порожнее, не голословно. Я сходил, поговорил с людьми, я разговаривал и с министром, и с замом, который отвечает за профессиональное искусство. Я был и в отделе искусств, там, да. Я со всеми разговариваю, там, я все понимаю. Там, да. И я понимаю, что... желание что-то делать с ними, конечно, хочется же нам в бурятской культуре что-то делать. Но вот когда ты понимаешь, когда с той стороны, это как горох об стенку, люди не понимают там, да, или живут совсем другими задачами.
им наплевать на бурятскую культуру. Они вся их деятельность должна нравиться Цыденову, главе. Да. Понимаете, когда в голове у целого министерства такая задача, а я ее вижу, там, да, как они суетятся, как это, там. Понимаете, ну, возьмите, все успехи в нашей культуре, профессиональном искусстве, они немножко вне поля влияния Министерства культуры. Там, да. Зарикто даже где-то в Венеции там выставляется, там, да. Центральная пресса о нем пишет. Там, да. Мне кажется, ну он же не работает где-нибудь. И тот же Даши, да, те же там, поэты, которые, они же более свободные люди. А наши большие институты, которые... художник может один работать, да, он может состояться. А с кино, с театром это сложно, потому что это должна быть большая компания. Я могу снимать свое частное кино, там, Баира Дышенова, там, да, мне как хотите, я могу заниматься своим, мне на все наплевать, я снимаю свое кино, я этим могу заниматься. Но хочется же заниматься именно национальным кинематографом. Да. А если национальный кинематограф, я же не могу пойти куда-нибудь там совсем левых людей просить там, и так далее, и так далее. Там, да. Или же, вот, я, например, сочиняю фильм, и чтобы его снять, мне нужно, когда вот здесь, внутри Бурятии, нет понимания, да, нет желания развивать бурятский кинематограф. Это тоже один вид искусства, который нашему народу надо осваивать. И осваивать надо очень быстро, потому что мы уже опаздываем там, от других развивающихся внутрироссийских народов, мы уже опаздываем. Да. Во всех национальных республиках есть киностудии. Да? Есть киностудии в Татарстане, Башкортостане, в Якутии, ну, более-менее развивающихся, везде есть свои киностудии. Зачем нужна киностудия? Для того, чтобы, вот, например, чтобы в тот же в ГИГ отправить учиться оператора, художника, режиссера, нам здесь нужно учреждение, которое занимается кинематографом. Да. В ГИГе есть, например, там квотные места. Можно отправить там людей, надо ежегодно собирать, отправлять. Но для этого нам нужна студия, которая должна быть государственной, которая должна заключить договор с ВГИКом, чтобы они же... Ну, это такая схема. Но это невозможно сделать без этой студии. Поэтому и в кино у нас и специалисты, и разовые, частные люди едут. А когда частный человек едет и где-то учится, ему легче остаться там и начинать что-то делать. А когда я еду в Москву, где я сейчас работаю, да, я начинаю предлагать им национальное кино про бурятов, их это не интересует. Они говорят, ну, пиши что-нибудь общее. Понимаете, где ножницы? Для того, чтобы мне снимать кино, если здесь нету, я еду туда, и я начинаю работать совсем на другую культуру. Ну, вот так примерно получается, конечно. Хорошо. Тогда, если, как вы говорите, бурдрама и культура, то есть Министерство культуры, они как бы тормозят, то есть ли альтернатива, которая может заняться проблемой бурятского языка? Ну, мы знаем, да, вот Самха России развивает бурятский язык через конкурсы бурятского языка и так далее. То есть, прививая им знание языка, знание культуры, то есть основ, ну, с детского возраста, ну, в виде таких соревновательных, можно сказать, конкурсных проблем ежемесячно. И в принципе, вот успешно вот этот проект работает. Очень много детей, например, мы видим, что они очень как бы развиваются в этом плане. Многие умеют уже шить национальные одежды, изготавливать национальную посуду, ну и предметы обихода и так далее.
Любая деятельность любых организаций в любой сфере, которые направлены на развитие, на поддержку языка, культуры, конечно, в нашей ситуации надо приветствовать. Также. Ну вот теперь давайте еще раз тогда, давайте вернемся. Мы говорим, что буддийская санха занимается бурятским языком. Да? Да. Но при этом у нас есть Министерство культуры, есть Министерство образования, которые обязаны этим заниматься. Так же? Да. Да, вот поэтому я говорю, да, то, что Сангха занимается, это надо продолжать, это надо поддерживать, это стопроцентно. Да? Но при этом те институты, те учреждения, которые обязаны этим заниматься, их надо заставлять этим заниматься. И надо заставлять их заниматься так же эффективно, как Сангха этим занимается. Я же понимаю, что Сангха занимается этим искренне. Знаете, это уже на уровне потребности, на уровне творчества, да, собираются люди там, да. А я в той программе, которым занимается Минкульт или Минобразование, там, Центр бурятского языка, там есть очень много, я посмотрел, там, на что там это отправлены эти миллионы, там, да. Я же понимаю, там, вот про тот же мультик берем, да, отправили, написано там 500 тысяч, отправлено озвучание, перевод мультфильма на бурятский язык. Там, да. А кто это смотрит, этот мультик? Как его перевели? Теперь, как сделать так, чтобы именно те учреждения, те большие учреждения, у которых есть все, там, да, у них есть и штаты, и финансирование, у них власть в руках, понимаете? Они должны этим заниматься. Они обязаны этим заниматься. Но вот как сделать, чтобы это то, что чем они занимаются, было эффективным? В моем письме, которое там вы начинали, да, я там писал, надо организовывать именно комитет по развитию бурятского языка. Это не должен быть какой-то центр на задворках, там где-то какой-то. Это должен быть на уровне министерства, других комитетов. Комитет по имуществу же есть же, да? Есть же комитет по межнациональным отношениям. В национальной республике должен быть комитет по бурятскому языку, по развитию и сохранению бурятского языка. Да мы должны знать, кто там сидит, там, да, кто должен как в Саха-республике директора национальной киностудии назначает не министр культуры, назначает глава республики. Он назначает директора Саха-фильма. Вот у них принцип такой. Поэтому здесь должно быть, конечно, это должно быть под общественным влиянием, контролем. Это должен быть такой, возможно, для нас, бурятов, это должен быть главный комитет, главное министерство. Вот на сегодняшний день это должен быть вот этот комитет по развитию и сохранению бурятского языка. Мы же говорим про ЮНЕСКО. Все в каком состоянии мы находимся. Да? Если это не сделать, как? Опять же будет так же продолжаться там, да. Баир Балданов там работает в этом центре, да? Он работал раньше в Бурят-Унене, работал, да. Теперь там работает, там, да. Где сейчас Бурят-Унен, мы уже выяснили, да. Я понимаю, если Бурят-Унен, не знаю, был бы тираж наравне с номер 1 или как-то так, если бы у него были в каждых бурятских районах, там, если мы говорим про диалекты, в каждом бурятском районе, почему не организовать или не установить связь между газетой местной, там, вот, Ажылай-Тук в Закаменске, там, да, и Бурят-Уненом, там, да, почему не сделать, я не знаю, какую схему так выстроить, чтобы через Бурят-Унен поддержать районную газету на бурятском языке, чтобы меняться контентом, чтобы это был как корпункт, как подразделение Бурят-Унена. Это получается целая система может быть, там, да, система бурятских дацанов, там, это по одной линии, система по бурятскому, по Бурят-Унену, там, да, я не знаю, мне кажется, это можно организовать. Это, опять же, для этого нужна воля, политическая воля. Кто-то должен же это дело продавливать. И самое главное, я понимаю, что Хамбулама давит со своей стороны, но он же иерарх
да, буддийский, это же должен давить глава республики, должен давить. Если он соизволил стать главой национальной республики, он должен на это дело давить. Да, он должен продавливать. Мы же понимаем, что вот эти вопросы без давления не решаются. То, что я говорю, там еще там Вася говорит, Бимба говорит, от этого же как воздух сотрясли, и все это закончилось. Когда у людей в руках рычаги и власть в руках. Хорошо, а подводя итог весь нашего разговора, можно ли сказать, что, ну вот, что основной мыслью, как бы, или тезисом личным, да, вот вашим личным тезисом, как бы здесь конкретно можно поставить то, что именно комитет по сохранению или развитию языка может решить, как бы, эти вопросы, либо помочь, да, вот, эффективно в решении проблемы сохранения бурятского языка. Я бы взял немножко еще пораньше, чтобы создать комитет, да, я бы сказал, что глава Республики Бурятия, правительство Республики Бурятия и Хурал Республики Бурятия, ну, скажем так, наши власти должны стать, глава должен стать и главой бурятского народа. Он не должен быть просто главой Республики Бурятия. Он должен быть еще главой, лидером бурятского народа. Мы понимаем. Да, понимаете, если этого не будет, комитету неоткуда взяться. Да, понимаете же, мы же понимаем, что движение в обществе бурятском началось. Да, и мы все понимаем это. Да. Это понимают даже в деревне люди понимают. Движение началось там, но это движение должно же куда-то в позитивное, там, правильное русло уйти. Там, да. Не должны люди бегать с топорами по площади Советов. Там, да. А если мы не будем решать ту накопившиеся проблемы бурятского языка, бурятскому народу будет некуда больше идти. Там. Если нам некуда идти по законному пути достучаться до главы, там, да, чтобы достучаться до того же, до тех властей, там, да, чтобы было справедливое отношение к бурятскому народу, к его проблемам, к его будущему, настоящее там, отношение. Если этого не будет, да, это может в любую сторону двинуться. Мы же понимаем это дело. Поэтому я всех призываю заниматься проблемами бурятского народа. Да? Надо садиться, надо вырабатывать стратегию развития бурятского народа. Нам надо писать, я не знаю, как, если конкретизировать, надо писать новый проект, который называется «Бурятский народ». Нам его надо сформулировать. У нас должно быть будущее. Будущее со всеми, что у нас есть. Языком, с диалектами, с буддизмом, с искусством, с литературой, там, с русской культурой, с нашей республикой. Со всем этим мы должны двинуться в будущее. Но мы это будущее нам надо сформулировать. А если мы его не сформулируем, мы будем немножко блуждать, а блуждание может привести совсем к каким-то нерадостным вещам, конечно. Хорошо, спасибо. Ну, примерно из этого разговора мы поняли, ну, вот, ваше личное мнение по поводу бурятского языка на сегодняшний день. Ну и, конечно... Будут буряты, будет и язык. Хорошо. Ну, тогда, наверное, закончим на этом. Спасибо.